Дорогие друзья, сегодня для вас будет петь певица, которая знает весь мир, и все выступления которой сопровождаются такими отзывами критики, которая изобилует такими эпитетами, как несравненная, прекрасная, талантливая, бесподобная. Сегодня для вас будет петь народная артистка СССР Елена Образцова. Судьба этой певицы – это судьба творчески счастливого человека, который сумел реализовать свой талант на все 100%. Нельзя сказать, что ее детство было безоблачным, оно начинается с блокадного Ленинграда, но это была удивительная семья, которой повезло, потому что отец вернулся с фронта. И это была семья музыкальная, он зовут приятный баритон, и кроме того он привез из Италии драгоценные пластинки с записями выступлений Джили, Каруза. И маленькая Леночка с утра до вечера слушала эти пластинки, на что очень жаловались соседи. А затем это увлечение стало более серьезным, она стала петь в детском хоре Ленинградского дома пионеров, затем это было обучение в музыкальной школе в Таганроге. И, наконец, музыкальное училище в Ростове. Причем интересно то, что отец очень несерьезно относился к таланту своей дочери и убедительно попросил ее поступить на подготовительный факультет радиотехнического вуза. Но упрямство, в хорошем смысле этого слова, позволило певице настоять на своем, и она поступает в Ленинградскую консерваторию на вокальный факультет. Причем насколько это было трудно, можно судить хотя бы потому, что она поступает на факультет, где было очень мало мест, 3 места на 100 абитуриентов. А затем последовали блистательные победы. В 1962 году певица завоевывает золотые медали на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, на всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки. Эти победы были настолько убедительны, что сразу же последовало приглашение спеть партию Марины Дмишек в Большом театре, а ведь она была всего лишь студенткой консерватории. И консерваторию пришлось заканчивать уже экстерном. Это тоже отдельная история, и на государственном экзамене Софья Преображенская, председатель комиссии, ставит ей оценку 5 с плюсом. Эту оценку даже не ставили в консерватории 40 лет. И я читала о том, как Елена Васильевна с трепетом ожидала своего выхода в партии Марии Дмишек в Большом театре, трясясь от страха и трепета. Она боялась входить на полиграфную сцену и петь перед столь взыскательной публикой. Но она тогда не знала, что этот театр станет для нее родным домом на ближайшие 43 года. Что здесь она будет петь с самыми лучшими дирижерами России, Мих Пашаевым, Хайкиным, Журайтисом, что она будет петь с звездами Большого театра, что театр станет для нее семьей. Количество партий, которые спела певица на протяжении своей жизни, достойно книги Рекордов Гиннесса.
так около 90 самых различных партий. Ей повезло в том, что с молодых лет ей было доверено представлять вокальную школу советскую за рубежом. И если перечислять города, то просто потрясает их количество. Это Вена, Зальцбург, Париж, Лондон, Мадрид, Барселона, Лиссабон, Милан, Рим, Венеция, Прага, Будапешт, Белгород, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Токио, Сеул. Это я перечислила только маленькую часть, которую вот сейчас вспомнила. Это прославленные сцены. Ла Скала, Ковенгарден, Метрополитен-Пират, Зальцбургский фестиваль. В общем-то, это были даже не просто выступления, это был некий триумф. Например, миланская публика, она настолько взыскательна, что даже прославленный певец рискует, выходя на эту сцену, потому что его могут забросать помидорами за арию, которую он спел на полтона ниже. Это был большой риск выступать перед столь взыскательной публикой. И как, наверное, было приятно читать отзывы о том, что выступление Образцовой миланская пресса оценила как самый блестящий дебют за всю историю театра. 70-й год принес артистке еще две впечатляющие победы. Это победа на международном конкурсе Нищиковского в Москве. Победа, конечно, великолепная, которая стала бы, наверное, самым главным событием в жизни любого музыканта. Это победа на конкурсе имени Франциска Виньеса в Барселоне. А в 1975 году, когда она выступала в Мадриде, Испании, ее «Кармен» испанцы оценили как самый лучший «Кармен» в мире. И причем отмечалось, что это «Кармен» именно «Кармен» образцовый, а не тот образ, который требовал от нее режиссер. И более того, критика была единодушна во мнении, что образ «Кармен» повлиял на всю концепцию спектакля. Это был триумф, блистательный триумф. И она выступает с теми людьми, имена которых звучат сейчас для нас как легенда. Это величайшие дирижеры Герберт фон Караян, Клаудио Аббадо, Рикардо Муди, Лори Маазе, Джеймс Левайн. Это великолепные певцы, такие как Леонтин Прайс, это великолепные три тенора: Лучано Паваротти, Гарсия Каррерас, Пласида Доминго и, конечно же, замечательная певица Монсеррат Кабалье. Это была вообще отдельная история, потому что Елена Васильевна, услышав Кабалье, осмелилась прийти к ней в гримерную для того, чтобы пасть перед ней ниц, потому что она не представляла, что так можно петь. Она не знала, что после того, как уже она споет в «Кармен», к ней в гримерную придет уже примадонна и тоже пойдет перед ней на колени, потому что исполнение «Кармен» было бесподобным. Вот. И, конечно же, за столь впечатляющее достижение Елена Васильевна была удостоена множества наград, званий народной артистки СССР, всех существующих в России, наверное, государственных премий, орден Красного Знамени, орден за заслуги перед Отечеством. И награды были не только российские, но и зарубежные, их очень много. И, казалось бы, можно было бы почивать на лаврах и вкушать свой успех, но характер певицы не таков. Она поет не только в оперных спектаклях, она выступает во множестве камерных концертов, она дает мастер-классы, она является участницей жюри престижнейших международных конкурсов, таких как конкурс Чайковского в Москве, Римского-Корского в Петербурге, конкурс Монсеррат Кабалье в Барселоне, и более того, она проводит уже свой конкурс. Она поет в кантатах, в ораториях, она снимается в кино, она принимает участие в спектакле Виктюка уже как драматическая актриса, потому что именно этот дар по достоинству оценивался всеми, кто с ней сталкивался. В свое время, например, именно этот дар принял Герберта фон Караяна, который долгое время считал ее своей певицей. И кроме того, Елена Васильевна дает огромное количество мастер-классов и все время сокрушается, что за рубежом ее мастерство сейчас востребовано гораздо более, чем на родине.
И, наверное, не случайно, поэтому, когда раздался звонок из Якутии, Елена Васильевна с готовностью отозвалась приехать сюда, поделиться своим опытом и выступить перед нашей публикой. Она приехала по приглашению Натальи Владимировны Лазаревой, которая совместно с ней подготовила программу с участием Государственного концертного оркестра Якутии. Эта программа сейчас будет представлена вашему вниманию, а заканчивая свое небольшое выступление, мне хотелось бы пожелать творческих успехов этой удивительной женщине, которая полна массы интереснейших творческих планов, например, открытием своего театра.
И мне прошлого больше не жаль, только много и много. Это темно-вишневая шаль. В этой шали я с ней повстречалась, и любимой меня он назвал. Я стыдливо лицо закрыла, а он нежно меня целовал. Говорит мне: прощай, дорогая, расставаться с тобою мне жаль. Как лицо тебе слышишь, родная, это темно-вишневая шаль. Я о прошлом теперь не мечтаю, только в сердце закралась печаль. И я нежно в груди прижимаю эту темно-вишневую шаль.
тише этот вальс старинный новый. Где ж этот дивный Нет, не тебя, так пылко я люблю. Нет, я вина, красоты моей блистали. Люблю в тебе, я пошлая стороной. И вас, погибшую. В твои глаза вникаю без горя, твои следы я занят разговором, но не с тобой я сердце говорю, но не с тобой я сердце В твоих чертах ищу черты другие, уставшие, усталые, в глазах огонь, уснувший качель, в глазах огонь, угаснувший качель. Не тебя, так пылко я люблю, не для меня, люблю в тебе, и вас, погибшую, домой.
не скрипнет, не вспыхнет только слышу на улице где-то одинокая бродит домой. Только слышу на улице где-то одинокая бродит домой.
главную оперную сцену вице-президент Республики Саха-Якутия Евгения Исаевна Михайлова и министр культуры Республики Андрей Савич Борисов. Добрый, такой волшебный вечер. Я вот сидела и думала о том, что у нас в Якутии в гостях великая певица. Вернее сказать, мы в гостях у великого таланта. Скорее всего, так же, да? Это нас одарили. Самое главное, такие чувства. Ну, я не знаю, как вы, но я, Елена Васильевна, и посмеялась, и поплакала, и вспомнила, что, конечно, есть на свете дорогое, которое называется любовь. Любовь к искусству, любовь к человеку. Спасибо вам большое, Елена Васильевна, за то, что вы есть. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете для России. Уважаемая Елена Васильевна, позвольте мне сегодня преподнести, наверное, так будет вернее сказать, от нас, от всех сидящих в этом зале, от якутян, от президента Республики Вячеслава Анатольевича Штурова, вот такой сувенир, который, конечно же, символизирует нашу республику, нашу Якутию. Конечно, вы сами бриллиант. Вы большой бриллиант, который так сверкает. Маленький бриллиант, он будет напоминать о нас с вами, о Якутии. Знаете, ценится красота, ум, талант, где ценятся женщины, действительно ценятся семьи, родители, дети, где детей очень любят. Вы видели сегодня наших малышей. И самое главное, где понимают толк, что такое великий талант. Огромное вам спасибо. Берегите себя. Я вот вспомнил учебную программу, да. Греки затеяли 30-летнюю войну из-за Елены Прекрасной, помните? Вот, а вот якутяне даже 30 градусов холода, да куда 30-то? 45, минус 60 градусов холода будут также, зал будет заполнен, полный зал. От теплоты вашего искусства, сердца вас так любят, сильнее, чем древние греки. Мы ждем вас, да? Мы вас очень ждем, и ваше искусство, ваша любовь к вам. Вы летом же будете, 30 градусов жары у нас. На празднике и все, поэтому мы хотим подарить вот этот. Я знаю, что вы собираете такие сакральные вещи, да, и вам понравилось вот такая вот, хотим подарить, чтобы летом вы приехали. Это не только от комаров отматывается, но еще и имеет глубокий сакральный смысл.